зайти, пожалуйста. Мне кажется, у нас будет успешный разговор. Пожалуйста, входите. Какие-нибудь вопросы вы хотите ответить на какие-то вопросы, коллеги? Hi, Mark. Yeah, good. Well, thank you very much. It's a great honor. Большое спасибо. Это большая честь иметь всех вас здесь. Спасибо большое. Мы работаем над тем, чтобы прекратить убийства и достичь мира в Украине. Очень простая цель. Мы хотим остановить убийство и, наконец-то, решить этот вопрос. У нас только что была честь встретиться с президентом Зеленским, и все наши беседы, которые у нас были, достаточно широкий спектр вопросов мы затронули. Мы сегодня поговорили напрямую с президентом Путиным, мы сегодня с ним поговорим сразу после этой встречи. Мне кажется, у нас это будет хорошая, крепкая встреча. Отличная встреча. Посмотрим, если в трехстороннем формате у нас получится встретиться после этого. Наконец-то закончить все это. Со времен Второй мировой войны ничего подобного не было. Это большая честь встретить здесь генерального секретаря НАТО Марка Рютте, прекрасного политического лидера Европы. Вы делаете прекрасную работу, Марк. Премьер-министр Стармер Великобритании, мой друг. Вы тоже отлично справляетесь, и его очень любят люди. Все знают президента Макрона Франции, который был со мной с самого начала. Один из первых людей, которых я встретил из наших международных лидеров, и я его полюбил с самого первого дня, и гораздо больше я люблю его еще и сегодня. Это достаточно необычная вещь. Премьер-министр Мелони из Италии. Прекрасный лидер, очень вдохновляющий лидер. Она очень молодая, но достаточно давно уже в политике. Там обычно люди недолго держатся, а вы достаточно давно продержались. Канцлер Мерц из Германии. Очень сильный человек, очень сильный лидер, крайне уважаемый в Германии. Мой друг, это честь иметь вас. Большое спасибо. Прекрасный загар у вас. Где у вас такой загар вы себе отхватили? Президент Финляндии. Это кто-то... Тот, кто... Где вы? Вот вы где. Вы выглядите лучше, чем я вас когда-либо видел. Вы прекрасную работу проделали, и мы тоже рады иметь вас здесь, быть вместе с вами, и вы тоже дополните общие усилия для достижения этого успеха. Мы это очень ценим. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, мы сейчас с ней заключили огромную сделку, и всеми странами Европы. И очень сильные ребята собрались сегодня здесь за этим столом. У нас были прекрасные переговоры. Вас уважают во всем мире. Хочу вас поблагодарить за то, что вы все находитесь здесь. Это большая честь. Саммит в Аляске только подтвердил мою веру в том, что сложный мир можно достичь, и это важный шаг. И президент Путин согласился, что Россия согласится на гарантии безопасности для Украины. И это один из главных ключевых моментов, которые нам нужно брать во внимание, сидя за столом переговоров, кто будет заниматься чем. И я, в общем-то, достаточно оптимистически к этому отношусь, что вместе совместными усилиями мы сможем предотвратить последующую агрессию в отношении Украины. Я думаю, что европейские нации помогут нам снять часть этого бремени, и мы поможем им обеспечить безопасность и попробуем обговорить возможный обмен территориями, учесть это, посмотреть на линии соприкосновения, военной линии.
Ну и, конечно, сейчас очень грустно на это смотреть. И наши переговорные позиции президента Путина тоже. У вас есть президент, у нас есть президент Украины здесь, Владимир Зеленский, с кем мы встретились некоторое время назад, и сейчас попробуем на троих вместе, может быть, как можно быстрее. И мне кажется, президент Путин тоже пойдет навстречу. Это было решение президента Зеленского и народа Украины работать вместе и президента Путина. Мне кажется, что мы добьемся хороших результатов. Это будет хорошая встреча. Я запланирую встречу с президентом Путиным. И если вы захотите, я, возможно, поеду на эту встречу. Я пойду, я, наверное, пойду, потому что это позволит нам спасти много людей, которые погибают, и мы их спасем 5 тысяч, 6 тысяч, 7 тысяч человек иногда в неделю. Все мы предпочитаем немедленное прекращение огня и длительный мир, и надеемся, что скоро это произойдет. В данный момент этого не происходит. А в данный момент президент Зеленский и президент Путин. Сейчас я немножко об этом вам расскажу. Мы уже предотвратили 6... Да, у нас не было прекращения огня. Мне кажется, что прекращение огня, мне нравится с той точки зрения, что это немедленно прекращает убийство, но мирное соглашение, это тоже очень важно, и этого можно достичь в ближайшем времени. И все эти войны, на которые вы обратите внимание, с которыми я имел дело, я все это предотвратил. Если начнется еще какая-то, я это предотвращу тоже. Я думал об этой войне, что она была самая бы простая предотвратить, но получилось наоборот. Это оказалось самой сложной войной. Если у нас получится трехсторонняя встреча, я думаю, что результаты будут хорошими. Мы много времени вместе проведем, чтобы поговорить об этом, и это честь встречать вас в Белом доме. Вы все уважаемые лидеры в Европе, и они представляют интересы других стран Европы. Мы должны будем прийти к какому-то соглашению по всем вопросам, возможно, безопасности. И это, наверное, все. Господин президент, хотите ли вы что-нибудь сказать? Здесь есть средства массовой информации, вы можете встать. Как вам удобнее, можете использовать. Пожалуйста. Спасибо большое, господин президент. Спасибо. Я, наверное, без микрофона скажу большое спасибо. Мне кажется, что у нас была очень успешная, продуктивная беседа с вами, господин президент, и с другими лидерами. И мы говорили о достаточно чувствительных вопросах, включая гарантии безопасности. И мы счастливы, что все лидеры находятся здесь, и то, что безопасность Украины зависит от Соединенных Штатов, от вас, от этих лидеров, которые сегодня с нами, и вы все в наших сердцах. Очень много стран на стороне Украины. Все мы хотим закончить эту войну, остановить Россию. Мы поговорили об этом, и еще сейчас будем говорить о гарантиях безопасности. Это очень важно, что Соединенные Штаты подают такие важные сигналы по гарантиям безопасности. Второй, наверное, важный момент, или даже первый, это гуманитарный вопрос. Нам нужно учитывать всех заключенных. Спасибо большое за письмо, которое вы написали по поводу наших детей, которые находятся там, что вы хотите их вернуть обратно к своим семьям. Мы были бы очень счастливы. Это так важно, что мы вообще это обсуждаем с господином Трампом, и мне кажется, что мы найдем решение. И потом, что еще очень важно, что все эти чувствительные, важные моменты, территориальные, и мы это все будем обсуждать на уровне лидеров, и, возможно, трехсторонней встречи, и президент Трамп попробует организовать эту встречу. Он сказал, что он, может быть, придет, а может быть, не придет. Украина будет счастлива. Если вы захотите, я буду там. Спасибо. Нам кажется, это очень важно. Гарантии безопасности
И не только все наши люди, не только наши солдаты, но и гражданские люди, журналисты, все люди находятся, многие люди находятся в плену, нам нужно их вернуть, и гарантии, которые будут работать на несколько лет вперед. И я показал президенту, рассказал, посвятил его в детали поля боя, карты. И спасибо большое, господин президент. У нас была конструктивная, очень предметная встреча, и мы благодарны. Я благодарен всем лидерам, и вы очень сильно помогли. И мы счастливы, что у нас есть такое единение среди всех нас. Спасибо за ваше гостеприимство. Спасибо большое, спасибо. Я надеюсь, что президент Путин тоже бы хотел что-то предпринять. Когда мы это сделаем, я думаю, что мы увидим какие-то положительные подвижки в этом отношении. Я знаю, что больше 1000 пленных, возможно, они их освободят, может быть, очень скоро, может быть, моментально. Я думаю, это отлично. Но мы как бы посмотрим после встречи, отправим, закинем эту удочку. Большое спасибо за ваше выступление, господин Зеленский. Марк, хотели бы вы тоже сказать что-нибудь? Да, я бы хотел, господин президент, еще раз вас поблагодарить за факт, за встречу с президентом Путиным, то, что вы начали этот диалог, вообще, что вы были первым, сначала это телефонный разговор, и что до этого дня, и что до сих пор у нас все это получается. Я думаю, что мы сможем остановить убийство, сможем остановить разрушение украинской инфраструктуры. Это ужасная война. Я очень воодушевлен. Мне кажется, что с сегодняшнего дня и дальше нам нужно думать о том, как это завершится. Спасибо вам еще за ваше лидерство, за то, что вы делаете для нас и для всех европейских коллег. Это очень важно. Тот факт, что вы сказали, что готовы участвовать в гарантиях безопасности, это уже большой шаг, это прорыв, и это играет огромное значение. Еще раз большое спасибо за это. Но НАТО тоже согласилась поднять с 2% до 5% свой вклад, да, 2% всегда было, а сейчас уже 5%. Это огромная разница. Это огромная разница, и мы это очень ценим. Отличный ход. Большое спасибо. Урсула, может быть, вы хотите от лица Европейской комиссии сказать несколько слов? Большое спасибо. Это удовольствие быть здесь. Это очень важный момент. Я действительно... Европейцы — это друзья и союзники. У нас был потрясающий саммит НАТО. 2 крупнейших экономики мира. У нас была достигнута крупнейшая торговая сделка когда-либо. И сегодня мы здесь, работать вместе с вами на продолжительном и крепком мире для Украины. И это очень важно. Это наш общий интерес — остановить убийство. И это хорошо, что мы говорим о гарантиях безопасности. Статьи 5 НАТО — это очень важно. И очень важно, что вы упомянули о тысячах украинских детей, которые были отречены от своих семей. Каждый ребенок имеет право и должен вернуться обратно к своей семье. Это был наш приоритет номер 1. И нам важно, чтобы дети вернулись к своим семьям в Украину. Спасибо. И мы сегодня, конечно, здесь по другим причинам, но на самом деле, да, пару недель назад у нас была крупнейшая торговая сделка в истории. Большое поздравление вам. Да, спасибо большое. Господин канцлер Германии, отличный лидер. Господин президент, большое спасибо, что принимаете нас здесь сегодня. Нам кажется, что это очень важная встреча, что мы сегодня здесь встречаемся, очень полезная. И что вы оба, господин Трамп, господин Зеленский, продолжаете общаться сегодня в Вашингтоне. И следующие встречи, они достаточно сложные, следующие шаги достаточно сложные. И вы открыли серию этих встреч в прошлую пятницу, но теперь у нас сложные переговоры впереди, и, честно говоря, мы бы все хотели видеть прекращение огня уже со следующей встречи. Сейчас, мне кажется, следующая встреча не может иметь места быть без немедленного прекращения огня. И давайте будем работать в этом направлении и пытаться оказывать давление на Россию, потому что те усилия, которые мы сегодня предпринимаем, они на самом деле зависят от немедленного прекращения огня, которое бы началось в самом начале этих переговоров.
Нам бы хотелось видеть немедленное прекращение огня перед этой трехсторонней встречей, которая пройдет когда-либо или где-то. Мы пока не знаем. Мы посмотрим, как это произойдет. Я скажу, еще раз повторю, то, что в 6 войнах, которые я предотвратил, не было прекращения огня. И одна из войн была в Конго 30 лет. 30 лет она продолжалась. Другая, которую мы за неделю предотвратили, длилась 35 лет. У нас тоже не было прекращения огня. Если мы можем осуществить прекращение огня, хорошо, но если нет, то все другие... У нас есть еще некоторые моменты, над которыми нужно поработать. Пожалуйста. Большое спасибо, Дональд, господин президент, что принимаете нас сегодня в Белом доме. Это очень важная встреча. Мне кажется, это важный день и новая фаза после 3,5 лет, когда у нас не было ничего подобного, никакого знака со стороны России, их готовности к какому-то диалогу. Но что-то меняется, и благодаря вам, благодаря тому, что на поле боя наступил некоторый момент, что-то остановилось, это благодаря храбрости Украины. Но то, что нам нужно сейчас на самом деле достичь мира и обеспечить справедливость, и это все нужно делать единым порывом. Вы можете рассчитывать на Италию, как вы это делали с самого начала. Мы на стороне Украины, и мы будем полностью поддерживать ваши усилия в отношении мира. Мы поговорим о многих важных вопросах. Первый — это гарантии безопасности. Как нам убедиться, что этого не повторится снова? Это должно быть предпосылкой крепкого мира. Мы рады, что мы сможем это обсудить. Мы рады, что есть такое предложение, о модели статьи 5 НАТО. Сначала это была итальянская модель. Мы всегда были готовы предоставить свои предложения о диалоге. Это всегда то, что мы хотели, и защитить. Спасибо большое, господин президент. Эммануэль. Спасибо, господин президент, за организацию этой встречи и за ваше упорство к этому моменту, к этому вопросу, за вашу приверженность. Все за этим столом хотят мира. И мы работаем очень сильно в течение нескольких лет, чтобы обеспечить мир, который будет длительным и крепким. Поэтому идея трехсторонней встречи очень важна, потому что это единственный способ это предотвратить. Мне кажется, что после этой встречи нам нужно будет поговорить о гарантиях безопасности, о безопасности европейского континента в целом, и поэтому мы все едины здесь, стоим с Украиной единым фронтом по этому вопросу. Ваша идея организовать эту трехстороннюю встречу, нам нужно предотвратить огонь немедленно. Это просто необходимость. Прекращение огня — это необходимость. Мы все поддерживаем эту идею. И чтобы нам обеспечить этот длительный мир для Украины и для всего европейского континента, нам нужны гарантии безопасности. И первый — это, конечно, это крепкая украинская армия на несколько лет и десятилетий вперед. И это приверженность всех нас, и мы очень крепко работаем последние несколько месяцев в рамках коалиции, в рамках поддержки НАТО, чтобы построить эти гарантии безопасности и цепочку, секвенцию наших приверженностей для этих целей. Это должны быть гарантии безопасности для Украины, но это здесь у нас на кону, гарантии безопасности на кону. И поэтому мы здесь находимся вместе с вами, чтобы передать вам наши идеи о мире в Украине и Европе. Спасибо большое, господин президент. Я бы начал с того, о чем заговорил Эммануэль. Мы все хотим мира. Война в Украине оказала огромное влияние на украинцев, но огромное влияние также на Европу тоже и на Соединенное Королевство в том числе.
И когда мы говорим о безопасности, мы говорим о безопасности не только Украины, мы говорим о безопасности Европы и Соединенного Королевства в том числе. Именно поэтому это такой важный вопрос. Это очень важная встреча. В рамках этой группы у нас были дискуссии. Сначала еще за этим столом нам кажется, что мы можем, я чувствую, что с правильным подходом мы можем достичь реального прогресса сегодня, но на самом деле гарантии безопасности и какой-то по типу модели 5, статьи 5 НАТО, что-то. Мы готовы выступить единым фронтом в защиту Украины вместе с Соединенными Штатами. Это исторический шаг на самом деле после сегодняшней встречи не только для Украины, но и для Европы. Мне еще кажется, что мы можем достичь реального прогресса в отношении продолжительного и крепкого мира, и это должно включать Украину и трехсторонняя встреча. Спасибо за это предложение организации трехсторонней встречи. Если мы можем достичь прогресса сегодня, то, возможно, можем достичь какого-то прогресса в рамках трехсторонней встречи и обсудить какие-то сложные вопросы и моменты. И какие-то очень важные моменты мы сегодня обсудим за последние несколько. Что касается конфликта, 3,5 года это продолжалось, и никто еще не смог достичь до такой стадии разрешения этого вопроса. Большое спасибо. Мне кажется, это первый раз вообще, что в Белом доме, и за последнее время я бы не сказал, что так часто, но с 1889 года, мне кажется, с тех времен мы не имели так много глав иностранных государств в одном зале. Я бы тоже хотел сказать пару слов. Вы молодой, сильный человек. Перед тем, как я закончу, хотел бы дать вам слово сказать немного. Спасибо большое, господин президент. Мне кажется, что последние 2 недели мы достигли большего прогресса, чем мы достигли за последние 3,5 года. И тот факт, что мы сегодня все вместе здесь находимся за одним столом, это на самом деле символично, что наша встреча и вместе с командой Соединенных Штатов помогает Украине, и тот прогресс, который получается из этой встречи, по итогам этой встречи, нам важно достичь гарантии безопасности, это большая часть этого. И, конечно, стоит двигаться в сторону подготовки трехсторонней встречи с президентом Путиным и президентом Зеленским. Некоторые, может быть, международные средства массовой информации интересуются, почему здесь находится президент Финляндии, но, наверное, причина кроется в том, что мы из маленькой страны происходим, но у нас достаточно длинная граница с Россией, примерно 800 километров, даже больше 800 миль. И длинная история с Россией, в том числе Вторая мировая война. Мы нашли решение в 1944 году, и мне кажется, что можем найти решение и в 2025 после агрессии России и достичь крепкого, продолжительного мира. Ситуация сложная, но именно поэтому мы здесь. Алекс, большое спасибо. Прекрасная работа. Ну что, сегодня мы будем встречаться здесь какое-то время, обсуждать разные вопросы, моменты. Но мне кажется, что нет какой-то такой сложной встречи, какого-то сложного вопроса. У меня всегда были прекрасные отношения с президентом Путиным. Я думаю, что через какое-то время, может быть, через неделю или через 2 недели, мы решим это и эту ужасную войну остановим, закончим ее. У нас есть 2 заинтересованных стороны, и это уже хорошо, и мы заключим сделку и посмотрим, если этого можно будет достичь. Возможно, этого и не удастся достичь, но, с другой стороны, это и возможно. А если и получится, то мы будем спасать тысячи из тысячи жизней в неделю. И, по крайней мере, нам нужно постараться.
Я думаю, это будет хороший результат. Большое спасибо пресса, СМИ. Мы сейчас пройдем в овальный кабинет, еще посовещаемся немного по некоторым вопросам, и лидеры поедут в свои прекрасные страны домой, а я останусь здесь за работой, и вы останетесь за своей работой. Мы, может быть, в разных локациях, но мы знаем, как делать нашу работу. Это очень справедливая встреча. Мне кажется, это важно. Это очень важный предмет. Нам нужно закончить эту войну. Большое спасибо всем. Спасибо большое. Спасибо большое.